А вы знали, что крымские татары Крымского ханства — это нагайцы? А нынешние крымские татары никакого отношения к ним не имеют и происходят от греков, готов, турков и итальянских генуэзцев. Если точнее, то сегодняшние крымские татары делятся на три субэтноса. Собственно, нагаев, которые и являются истинными крымскими татарами по иноназванию, татов — это горное оседлое население Крыма, которые до середины XVIII века считали себя готами, греками и прочими оседлыми народами Крыма, и ялыбойцев — это южнобережное население Крыма. До 1774 года они были в составе Османской империи и никакого отношения к Крымскому ханству не имели. Фактически, они являются потомками турков и греков. Обозначение «крымские татары» являлось термином османской администрации по отношению к нагаям Крыма, которое они сами восприняли себе, усвоив как самообозначение. Родилось оно по причине того, что в арабо-мусульманской традиции всех ордынцев звали татарами. Однако с недавних пор некоторыми нездоровыми силами из числа крымских татов, что в переводе с персидского «чужой» в Золотой Орде и ее преемниках называли «оседлое податное население», противопоставляя кочевой элите государства. Ведутся попытки стереть нагаев из истории Крымского ханства и назвать их недавним пришлым населением, при этом опираясь на титулы ханов Крымского юрта, упоминаемые в ярлыках. В самом деле, в различных вариантах титулов крымских ханов татары и нагаи действительно различаются, упоминаясь вместе. Однако исследователи намеренно упускают случаи, когда в титуле упоминаются нагаи без татар. Так, например, если у хана Багадыр-Гирея в 1637 году приводится «Великой Орды и Великого Юрта, Крымского трона, Дешт и Кипчака, и многих бесчисленных татар и бесчисленных нагаев, и горных черкесов, и тавгачей», то у хана Ислам-Гирея III в 1651 году в титуле татары вообще не упоминаются, но зато упоминаются нагаи. «Я, великий хан Ислам-Гирей, великий падишах Великой Орды и Великого Юрта, Дешт Кипчака и престольного Крыма, и всех нагаев, и неисчислимых войск, и татов с тавгачами, и горных черкесов, да поможет ему Аллах до судного дня от их величества». В других вариантах титула того же Ислам-Гирея среди его подданных указываются барча-татар, то есть все татары, а перед его именем присутствует строй эпитетов – владетельный и наибольший, и могущественный, и справедливый. Вместо «побед до судного дня» присутствует пожелание правления до судного дня. Из разных вариантов этого титула видно, что перво – барча-нугай и барча-татар – это взаимозаменяемые равнозначные понятия, иначе невозможно было упомянуть нагаев, не упоминая татар с тем же эпитетом. Второе. Упоминание татар и нагаев рядом говорит о близком социальном статусе в крымском юрте. Третье. Таты в это понятие татар, нугай не входили, но относились к более низким по сословной лестнице слоям населения, по значимости стоящим ниже черкесов. Четвертое. Если татары и нагаи упоминаются порознь, то речь идет о тех, кто внутри Крымского полуострова, татары, и тех, кто вне его, нагаи. Отсюда попытки вычленить нагаев и поставить их вне Крымского ханства недавними пришлыми со стороны крымских татов и ялыбойцев смотрятся жалко и неприглядно, да и рассчитаны они на поверхностно знакомых с темой людей. Поэтому, когда мы говорим о крымских татарах, то прежде всего должны говорить о нагаях Крыма, а не о тех, кто кочевую элиту государства не составлял. Не составляет секрета, что потомки кочевого населения Крыма до сих пор продолжают звать себя нагаями.